Наступающий 21 год по китайскому календарю будет годом белого металлического быка. На Востоке бык символизирует трудолюбие и терпение, а тому, кто не будет лениться, он принесет в дом достаток и благополучие. Павел Королев направился в Республиканский центр экологического образования, чтобы узнать чуть-чуть больше про хозяина 21 года. 2020 мало того, что крысиный, так еще и високосный. И даже сложно сказать, чем этот год еще может нас удивить. Вот и символ года приходится держать в перчатках, а то мало ли еще и укусит. Но как отмечают астрологи, будущий год будет намного проще, ведь белую металлическую крысу заменит белый металлический бык. А это очень трудолюбивый и терпеливый символ. Конечно, 20-й год для многих из нас был непростым. Однако вряд ли здесь вина крохотного пушистого зверька. Но для тех, кто все же верит в астрологию, пора уже завести новый символ года. А, пожалуй, самый необычный бычок в Коми находится в Центре экологического образования. Гаврюша, ну или як домашний, появился здесь еще теленком лет 6 назад. Нрав у него настоящий, бычий, если что и боднуть может. Но если его покормить и приласкать, то Гаврюша превращается в настоящего ездового бычка. У нас есть педагогическая программа «Необычные ездовые животные». Як у нас объезжен, поэтому дети занимаются, ездят на яке, как на верховой лошади. Характер свой проявляет? Ну, у нас педагог знает, как с ним себя вести, поэтому он с ними хорошо себя ведет, слушается. Наши самые крепкие морозы Гаврюша даже не замечает. Все-таки яки обитает высоко в заснеженных горах. А скрасить деньки помогает его соседка и верная подруга Нюша. Як и самка кабана подолгу могут обнюхивать и облизывать друг друга. И нередко Гаврюша разрешает своей соседке навести красоту на рогах. Ну, как бы к Нюше он привык, так как они постоянно соседствуют. И он часто к ней опускает голову, и она грызет его рога, не знаю, наверное, любя. Но, во всяком случае, у них такой дружественный союз. Если верить астрологам, следующий год будет куда спокойнее нынешнего. Бык одарит людей своей силой, принесет удачу труженикам и укрепит семейные узы. Ну а в Центре экологического образования обещают почаще баловать Гаврюшу лакомством, чтобы он принес удачу не только центру, но и всем жителям республики. Павел Королев, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.